Это настоящий Усть-Сысольск XIX века с городовым дьячком, кумушками-сплетницами. На площади у Троицкого собора идут ярмарочные гуляния. Своим товаром хвастаются купцы из соседних губерний. Здесь даже есть фруктовая лавочка. Тогда, 25 лет назад, художественный руководитель ансамбля «Асьякы» Виктор Морозов для особо скептически настроенных граждан даже нашел доказательства, что более 100 лет назад апельсины в Коми были, например, совсем не в диковинку. Впрочем, режиссер к каждой детали спектакля отнесся очень скрупулезно. Каждый факт проверялся у специалистов, историков, фольклористов и даже священников. Если уж идет на сцене церковная служба, то все должно быть, как положено, в настоящем храме. Старожилы этого ансамбля рассказывают, когда была премьера, люди пожилого возраста, когда начинали звучать церковные песнопения и стояли батюшки на сцене, вот все вот эти церковные служители, люди вставали пожилого возраста и крестились. Вы понимаете, люди настолько прониклись, и они думали, что это на самом деле пришли церковные служители, идет настоящее богослужение. В постановке собраны самые яркие и знаковые события святочных дней – молодежное гуляние, колядки и, конечно же, куда без крещенских гаданий и девушек, которые на перекрестке кидают валенки и слушают лай собак. Вот и главная героиня, купеческая дочь Сандра, решается на страшное гадание на своего суженого и получает проклятие. Разумеется, все заканчивается благополучно, и любящие сердца снова соединяются. Для Анастасии Плесовской роль Сандры дебютная, а потому и непростая. Ты не один номер работаешь, да, где вот 4 минуты ты показал, да, характер как-то, настроение, эмоции персонажей, и на этом заканчивается. Это большой спектакль, она разная, вот, настроение меняется, эмоции меняются, чувства разные, да, и поэтому тяжеловато. На сцене звучит коми-речь. На кумушки-сплетницы, они же ведущие, зрителю все, что происходит на сцене, расскажут на русском. Алексей Чашников волнуется больше всех. Впервые за много лет работы в «Асьякы», а в этой постановке он участвует не как баянист, а как главный дирижер ансамбля. Много раз сыграл этот спектакль, будучи баянистом, еще сидя на партии первого баяна. Но вот в данном случае это мой дебют. Как бы это большая ответственность. В какой-то мере это действительно сложно, но и интересно. Буквально позавчера я пересмотрел записи концертов, которые еще были с Виктором Петровичем. Потом более поздних концертов. И всегда каждый дирижер вносит что-то свое в видение спектакля. И он все равно выглядит как-то по-разному. Дирижер уверен, постановка уже давно просилась в народ. Первыми из сельчан усть-сысольские святки увидят Прилузье. Днем коллектив выступит в Обячевской школе, вечером в Доме культуры. Конечно, гастрольный вариант пришлось немного сократить, ведь спектакль такого масштаба не сможет вместить ни один сельский клуб. Но все равно люди в полной мере смогут окунуться в атмосферу святочных гуляний Усть-Сысольска XIX века. Елена Кононова, Алексей Баршуков, телеканал Юрган.